Здравствуйте, это новости Татарстана. О событиях дня расскажем прямо сейчас. В студии Лина Зинатуллина и к темам выпуска. В геометрической прогрессии растет количество мототранспорта, а вместе с ним и количество аварий. Если за 5 месяцев 2024 года мы имеем 46 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 8 человек уже погибло. Как уберечь себя? Сегодня за круглым столом собрались представители мотосообществ и сотрудники ГАИ. Что решили, расскажет Алия Хайрудинова. С высшими знаниями о Всевышнем Аллахе. Это самый из ведущих сегодняшний день Российской Федерации, вот такой исламский вуз. 21 выпускник Болгарской исламской академии сегодня получил дипломы магистров со священной земли Болгара. Рамиль Шайдулин. На Булаке запустили новый фонтанный комплекс. До этого здесь фонтаны были, но они были высотой 5-7 метров. Но эти уже намного мощнее, намного красивее будут. Об эмоциях, которые бьют фонтаном, в репортаже Алены Струminской. Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме огласили национальный рейтинг состояния инвестклимата в регионах страны. Татарстан 6-й год подряд занимает 2-е место. Впереди нас только Москва. Для республики это настоящая победа. Выше нас из субъектов никто не поднимался. За год объем инвестиций в Татарстан вырос на 22%. Сегодня губернаторы регионов, попавших в топ-5, не раз подчеркивали, многому научились у нашей республики. Для делегации Татарстана это был насыщенный день. Репортаж Дины Газалеевой. Третий день Петербургского международного экономического форума сложился очень продуктивно, в том числе и для Татарстана. Накануне один из главных иностранных гостей, Милорад Додик, президент Республики Сербской, встречался с Владимиром Путиным, а уже сегодня общался с Рустамом Миннихановым. Итогом разговора стало подписание нового документа – протокола о сотрудничестве. Это Республика Сербская, господин Додик. Республика Сербская является другом Российской Федерации. И мы чувствуем вашу позицию. И мы освещаем ваш став. Очень ценим. Як много ценим. И гордимся, что у нас есть такой близкий друг и товарищ. Недавно спортсмены из Дружеской Республики были в Татарстане и совсем скоро приедут вновь уже для участия в играх БРИКС. Вчера у меня состоялась встреча с президентом Владимиром Путиным. И в том разговоре он поздравил подписание наших споразумов. И в нашем разговоре он также поприветствовал и одобрил подписание этого соглашения. Протокол о сотрудничестве предполагает дальнейшее взаимодействие по всем направлениям. Подписано 7 июня 2024 года в городе Санкт-Петербург. Одним из ключевых событий сегодняшнего дня стало объявление результатов национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов. Вот уже 11 лет независимые эксперты анализируют инвестклимат в субъектах, основываясь на мнении предпринимателей. И Республика Татарстан вновь с высоким результатом, заслуженное серебро. Первое место у Москвы. Губернатор Башкирии Радий Хабиров, региону которого в рейтинге досталось 3-е место, не преминул пошутить. Завтра домой прилечу, и меня жители окружат и спросят, вот как рейтинг, что поставили. Я скажу, 3 поставили. Они говорят, а татары? Опять 2. Тогда лучше. Готов быть двоечником дальше, если на это позволит руководство. В целом, дело очень полезное. Мы всегда детально анализируем, где мы находимся, у кого есть какие-то интересные решения. Поэтому так держать. Бигзур Рахмат, спасибо. Кроме шуток, заходит речь на церемонии о трудовых ресурсах. По прогнозам экспертов, уже через пару лет в России не будет хватать больше 1 миллиона рабочих рук. И эту же тему Рустам Минниханов сегодня детально обсудил с представителями Таджикистана. Первый вице-премьер правительства идею поддержал. Начать с Татарстаном целенаправленно готовить рабочие кадры для нашей республики. Нам надо структурировать, во-первых, не стихийно, во-первых, должны быть учебные центры там, чтобы мы там уже готовили, чтобы здесь какую-то часть привозить сюда, здесь обучали. Или надо эту тему нам отстроить. Самое большее количество
рабочей силы, нам надо на строительный комплекс. И желательно их, конечно, вот надо... Там же русскоязычных школ достаточно много. На базе этих школ, значит, вот эти профподготовку сделать. Кое-кого сразу в наши техникумы, в наши эти можно приводить. Они, без них мы все равно стройку не победим. Да, и стройка жилищно-коммунальных хозяйств. Вот ЖКХ, кто? ЖКХ, да. Тоже вот по ЖКХ нам надо там вот на базе ваших техникумов ПТО организовывать там подготовку, чтобы забирать в Россию. К теме подключился и российский министр строительства. Да. Давайте пилот сделаем. Да. Пилотные и не только. Новые проекты в Татарстане после экономического форума появятся из компании «Валберес». Но у вас такие плотные контакты с Татарстаном в вашей компании. Какую ближайшую перспективу вы видите в этих отношениях? В ближайшей перспективе мы очень надеемся, что это получится. Мы хотим реализовать на территории Татарстана новую историю. Это будет такой промышленный торговый парк, на котором мы будем присутствовать как логистический партнер. И будут приземлены производители российских товаров. Мы считаем, что это будет такая очень интересная история, которая поможет локализации производства внутри страны. Подписано 7 июня 2024 года в городе Санкт-Петербург. Череда подписаний и переговоров сегодня на площадке форума продолжилась до позднего вечера. А основные итоги работы делегации Татарстана в Санкт-Петербурге подведут уже на следующей неделе. Дина Газалиева, Александр Ярошов, Дмитрий Шилов, ТНВ, Санкт-Петербург. Сегодня в основной день на форуме прошло пленарное заседание с участием Владимира Путина. Президент России обозначил глобальные структурные изменения, которые власти будут активно поддерживать. Новшества касаются торговли, рынка труда, цифровой революции, усиления роли малого и среднего бизнеса, роста доходов населения. Так, к 2030 году Россия должна снизить долю импорта до 17%. Президент отметил, темпы роста российской экономики сегодня опережают среднемировые показатели. Владимир Путин поддержал инициативу о возвращении индексации пенсии для работающих пенсионеров. Она возобновится с 2025 года. Со следующего года также установят соотношение МРОТ и медианной зарплаты по стране. Его будут индексировать. К 2030 году минимальный размер оплаты труда достигнет 35 тысяч рублей. Падение культуры вождения мотоциклистов, рост количества мототехники на дорогах и игнорирование экипировки. Эти и другие причины привели к резкому увеличению аварийности с участием двухколесного транспорта. 8 мотоциклистов погибли с начала года. Это рекорд за последние 5 лет. Ситуация настолько напряженная, что автоинспекторы организовали круглый стол с представителями мотосообществ. Услышали ли друг друга и как будут снижать аварийность, в репортаже Алии Хайрудиновой. 25 мая, в день открытия мотосезона, под Иннополисом столкнулись два байка. Удар был такой силы, что в результате столкновения погибли оба водителя и пассажир. За 3 дня до этого в Казани после столкновения мотоцикла и иномарки погиб 27-летний водитель двухколесного транспорта. 1 июня 3 несовершеннолетних в Арске на мотоциклах попали под товарный поезд. К счастью, дети выжили. При столкновениях в любом случае хоть какое-то повреждение мотоциклист получает, если это происходит на скорости, естественно. За круглым столом представители мотосообществ и автоинспекторы. За последние 5 лет количество погибших в ДТП мотоциклистов выросло почти в 3 раза. В 2020-м 3 смерти, в этом уже 8. Прежде всего мы говорим о профилактике. То есть, забегая вперед, понятно, что уже 1 полный месяц мотосезона прошел, и печальная статистика в этой части, собственно, говорит о том, что не все еще понимают о всей серьезности проблемы. Сейчас на дорогах республики зарегистрировано почти 14,5 тысяч мотоциклов. Это на 1000 больше, чем в прошлом году. Это тоже влияет на рост аварийности, говорят автоинспекторы. Здесь же озвучили и главные причины ДТП. Это неправильный выбор скорости движения мотоциклистом. То есть в основном это превышение установленной скорости. Следующая причина, которая буквально подставляет водителей и делает их, в первую очередь, предварительная вина усматривается водителя транспортного средства, именно автомобиля, это неправильный выбор скорости, сопряженный с неумением экстренно останавливаться.
Зачастую многие отказываются от экипировки, особенно молодежь. 3 июня под Нижнекамском иномарка насмерть сбила подростка на питбайке. По словам сотрудников ГАИ, 17-летний парень был без световозвращающих элементов. В большей степени затрагиваем детей, то здесь хотелось бы возложить на родителей вопрос контроля. Вы купили шлем, вы купили ботинки, купили ему черепаху, перчатки. Смотрите, как он одевается. При каждом выезде проконтролируйте, что застегнул, одел. Понятно, что ему сейчас становится жарко, неудобно, там, неприятно, еще что-то, но это вопросы безопасности. Однако представители мотоклубов уверены, злостные нарушители каждый 10-й. И чаще всего они не состоят в сообществе байков. Они превышают скорость, любят резкие маневры и нарушают шумовой режим. На любителей громких выхлопных систем с начала года составлено 108 протоколов. Максимум это 10% нарушителей на мотоцикле, которые в общем сеют вот эту вот тенденцию о том, что мотоциклисты, ну, такие вот асоциальные, нерадивые водители, скажем так, да. Когда как те же самые клубы, сообщества, дорожа, скажем так, имени собственного клуба, зачастую являются довольно-таки правопорядочными водителями. И даже если в определенных клубах и сообществах определенные уставы безопасности. Еще одна проблема. Мотоциклистов не воспринимают как полноправных участников дорожного движения, говорят сами байкеры. Правильно, он должен двигаться по одному из сторон дороги, своей полосы, то есть желательно за колесами впереди идущего автомобиля. И люди, не понимая просто это, начинают думать, раз тут есть место, давай я тоже залезу сюда. И этим самым тебе не оставляют просто место для маневра. Как правильно вести себя на дороге, что важно иметь при себе и как быстро оказать первую медицинскую помощь. Важным правилам обучают в мотошколах республики. Есть даже дни для бесплатных тренировок. Обязательно шлем, перчатки. Юлия Лобанова начала свой 18-й мотосезон. Сменила 4 мотоцикла, ни одной аварии. За внушительный стаж вывела свои правила безопасности. Тебя никто не видит, и тебе никто ничего не должен. То есть, выезжая на дороге на мотоцикле, нужно думать за себя и за всех, кто вокруг. Сотрудники ГАИ и представители мотосообществ договорились встречаться раз в месяц. С начала учебного года совместно будут посещать школы и рассказывать детям о безопасности на дорогах. Алия Хайрудинова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Хрустальные люстры вручную моют в Казанской ратуше к мероприятиям БРИКС. Здесь завершается первый за 19 лет капремонт. Здание 1854 года постройки последний раз обновляли к тысячелетию Казани. Провели гидроизоляцию, отремонтировали крышу и фасад, обновили инженерные системы. Одной из самых кропотливых задач была чистка люстр в колонном зале. Они из хрусталя Сваровски привезены из Австрии. Центральная весит 450 килограммов, еще 2 по 300. Все работы планируют завершить к 21 июня. С выходом указа Путина многодетные семьи столкнулись с проблемой. В отсутствие бланков федерального образца в Татарстане не выдают документы о многодетности, а без них и льготы. О неожиданном годе семьи и как будут решать проблему, читайте в интернет-газете «Реальное время». На следующей неделе страна отметит День России. В преддверии праздника сегодня в Казани наградили победителей конкурса «Дети рисуют страну». Церемония прошла в художественном училище имени Фешина. Конкурс провели в 18-й раз по инициативе «Единой России». В этом году рисунки посвятили году семьи и научно-технологического развития. Среди номинаций также «Я патриот» и «Я за безопасные дороги». Участие приняли более 10 тысяч ребят. Авторы 16 лучших работ сегодня получили призы. Им вручили дипломы и памятные подарки. Победителей поздравил Фарид Мухаммедшин. Мы уверены за свое будущее с такими талантливыми детьми, преданными своей родине, стране, которую они изобразили в своих художествах. И мы уверены, что эти люди несут достойный вклад и будут счастливы в жизни. В Казани сегодня простились с бывшим начальником Вахитовского РУВД Джаведином Кафаровым. Ему было 69 лет. Джаведин Абдулнатифович пришел в правоохранительные органы в 80-х. 17 лет возглавлял Вахитовское управление. Был полковником милиции. После отставки 18 лет проработал гендиректором Казанского 3-го хлебозавода. На панихиде в культурном центре имени Минжинского собрались родственники и коллеги Джаведина Кафарова. Его вспоминают как честного и порядочного человека и хорошего управленца. Проститься с ним пришел руководитель администрации Раиса Азгат Сафаров. Он рассказал, что познакомился с Джаведином Абдулнатифовичем больше 30 лет назад. С тех пор он был для него старшим другом, учителем и наставником. Где бы он ни работал, он
свою работу, как нужно любить людей и как нужно организовывать коллективы на выполнение поставленных задач. Ушел из жизни человек большой группы, замечательный, прекрасный, в то же время неординарно талантливый, который для нас являлся, лично для меня, одним из авторитетов. Его подчиненные всегда были как за каменной стеной за ним. Он нас никому не отдавал в обиду. Болгарская исламская академия в Казани не переезжает, но в столице предполагается открыть ее филиал. Так, появившуюся в СМИ новость о переезде академии прокомментировал ректор Фархат Хуснуддинов. Сегодня в Древнем Болгаре вручили дипломы 21 магистру. Это 5-й выпуск. Тем временем уже поступило 96 заявок от абитуриентов. Конкурс 2-3 человека на место. Возможно, именно с этим связаны новости о расширении вуза. Рамиль Шайдуллин о готовых богословах. Вот уже в 5-й раз так начинаются важнейшие события в жизни будущих богословов. Для них звучат суры священного Корана. Пусть полученные знания дадут вам возможность для дальнейшего духовного и научного развития, самосовершенствования и профессионального роста. Желаю, чтобы вы стали путеводными звездами российской умы и твердо шли по пути нашего пророка. В зале студенты, преподаватели и духовенство. Сегодня здесь вручили дипломы магистров 21 выпускнику. К 5-му выпуску стало ясно, академия состоялась. У нее свой стиль, своя самобытность, в конце концов, самость, за которую студенты предпочитают поступать именно сюда. И результаты не заставили себя ждать. За все время из этих стен вышло 99 магистров, 15 теологов, 16 докторов исламских наук, известных не только в России, но и в других странах мира. Шамиль Лиров приехал учиться из Кыргызстана. Он представляет Дунган, мусульманский народ из Средней Азии и Китая. Говорит, именно в Болгаре он укрепился не только в вере, но и в науке. В ближайшее будущее, пока возвращаюсь домой, там медресе приглашает на работу. Очень известна именно Болгарская исламская академия, которая в последнее время на слуху у всех. Также нас тоже, мы с ними тоже общаемся, говорили, уже есть какие-то контакты. Нам говорили о том, что можно вступить там где-нибудь именно по работе, там уже в самой муфтияте Кыргызстана. Выпускник из Астраханской области Ильмир Измайлов говорит, 3 года пролетели как один день. Покидать академию не хочется. Здесь все хорошо. Именно в том, что, во-первых, место расположения. Нет рядом мегаполиса, то есть вы не отвлекаетесь ни на что. То есть нет вот этих вот как соблазнов лишних, да, там пойти где-то погулять, там что-то. Все вот спокойно. Если надо там подумать, вышел, спокойно подышал. Надо посидеть, пожалуйста, отдельно у каждого комната. Пожалуйста, посидел. Надо почитать. Огромная библиотека с огромным количеством литературы. Пожалуйста, технически оснащенные. На днях в ряде СМИ появилась информация, что учебные заведения решено перевести в Казань. Ситуацию разъяснил ректор Фархат Хуснуддинов. В процессе обсуждения лишь вопрос открытия филиала. Вопрос только о запуске филиала, как казанского филиала Академии. И это только на стадии обсуждения и рассмотрения. Почему этот вопрос возник? Потому что много заявок на обучение в нашей Академии, особенно иностранных абитуриентов. И мы рассматриваем в Казани запустить вот это направление для казанской группы. Еще раз повторю, что вопрос только на рассмотрение и обсуждение. Нет никакого конкретного решения. Сама же Болгарская исламская академия, уверяют, здесь останется на своем законном месте. Месте силы, в котором предки татар больше 1000 лет назад официально приняли ислам. Рамиль Шайдуллин, Саитова, ТНВ, Болгар. Сегодня в Казани презентовали книгу «Есть одно счастье – быть педагогом. Образование Татарстана. 100 лет созидания и развития». Она издана на 2 языках и рассказывает об основных вехах системы образования республики. Автор идеи – глава Минобра Ильсур Хадиуллин, соавтор – вице-премьер Лейла Фазлеева. Книга вышла в свет при поддержке комиссии по родным языкам при Раисе Татарстана во главе с Маратом Ахметовым. Идея была хорошая, она интересная, она меня никогда не покидала, потому что идея создания вот такой книги, посвященной столетию вообще истории образования нашей республики,
она сегодня реализована. Мы ее издали, хорошо презентовали. В этой книге и учителя, и работники, и самые-самые те люди, которые создавали систему образования. Республика просвещенная у нас, с хорошей историей. К сожалению, его величеству, учителю общества, особо последние 30 лет, то, что очень сильно изменились, состоялась переоценка ценностей общества. Я желаю терпения нашим всем учителям, всем работникам образования. А вам благодарности мало говорят, но вы делаете очень благородную задачу. Я, честно говоря, сталкивался с книгами разнородными. То есть, я думаю, и школы, и районы, и какие-то министерства выпускали книги, но вот такое масштабное, это, я считаю, такой первый раз. И история показывает, что она для того, чтобы история правильно сохранилась, историю надо писать еще, когда есть живые люди. В Казани сегодня запустили самый протяженный в России фонтанный комплекс. 56 плавающих фонтанов забили на Булаке. В этом году здесь провели полную реконструкцию. Фонтанов стало в 2 раза больше, а их струи в 2 раза выше. Обновили комплекс перед играми БРИКС, которые на следующей неделе стартуют в Казани. За запуском фонтанов наблюдал мэр Ильсур Метшин. Новые фонтаны уже оценили и казанцы. Об эмоциях, которые теперь бьют ключом, в репортаже Алены Струминской. Фонтаны на Булаке – это самый протяженный комплекс единой системы управления в России. Водная композиция длиной почти в 1,5 километра. Теперь ее украшают 56 плавающих фонтанов. Такого количества не было никогда. Канал обновили в преддверии крупных международных событий этого года. На следующей неделе мы принимаем спортивные игры БРИКС. Почти 100 стран ожидается и 5000 участников, спортсменов со всего мира. Большое событие, каждый из которых для нас и новый вызов, и новая возможность Казань поднять на новый уровень по благоустройству, по красоте, по уюту. Все это останется нашим дорогим, любимым, уважаемым жителям. Каскад фонтанов на Булаке установили к 1000-летию города. Обновляли в последний раз перед Универсиадой 11 лет назад. За это время насосы вышли из строя. В этом году провели полную реконструкцию. Фонтаны стали в 2 раза выше, струя до 10 метров. Их число также увеличилось вдвое. В рамках подготовки к саммиту БРИКС очень многое делается в нашем городе Казани, особенно в Акитском и Приволжском районах. До этого здесь фонтаны были, но они были высотой 5-7 метров, но эти уже намного мощнее, намного красивее будут. Режимов работы фонтанов много. Они могут бить одновременно и создавать длинный водный коридор или поочередно, напоминая клавиши пианино. Управлять фонтанами можно с мобильного телефона. Было принято решение, что мы выставим в 2 раза больше струи, в 2 раза выше. И, собственно, получилось то, что мы видим. Прекрасная картинка, которая просматривается как со стороны дороги водителей, так и с любой точки моста. У каждого фонтана есть собственная подсветка. Кроме этого, протоку украсили 4000 светильников, которые будут работать весь год. По словам специалистов, фонтаны – это тренд последних 20 лет. Их строят не только в парках, но и в жилых комплексах и даже в деревнях. Такие объекты – это всегда точка притяжения местных жителей и туристов, излюбленные места. И Казань это доказывает. Мы живем вот здесь по соседству прямо с Булаком и выходим прямо любоваться не можем. Нам очень нравится. Эмоции бьют через край. В Казани первый раз. По городу погуляли. Фонтаны, да, очень красивые. Еще одна особенность фонтана в том, что вода на Булаке будет подвергаться аэрации, то есть насыщаться кислородом. Это позволит дополнительно ее очищать. Фонтаны будут работать ежедневно с 8 утра до 11 вечера. Алена Струминская, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Ко Дню экологии на Казани-Оргсинтезе прошел открытый вечер. Участники обсудили место промышленных предприятий в мегаполисе, побывали на экскурсии по предприятию и познакомились с уникальной библиотекой запахов с ароматами завода. Есть о чем поговорить, потому что Казань – большой промышленный город. В чем эко-проблема современных мегаполисов? Могут ли городские промышленные объекты гармонично соседствовать? И как сами жители влияют на экологическую ситуацию? Спикеры и участники дискуссии ищут ответы на эти вопросы. Здесь приглашенные федеральные и региональные эксперты, экологи, экоактивисты. Каждый убежден, предприятие – это неотъемлемая часть города. Мы живем в городе, мы друг с другом сосуществуем, и предприятия, крупные компании являются
огромной частью городской жизни. Естественно, это обсуждать нужно. Успешными сегодня становятся те промышленные предприятия, которые ведут открытую и прозрачную политику, говорят эксперты. Это вызывает доверие у горожан. Проект «Чистый воздух», он фокусирован на наиболее загрязненных городах, где самые большие выбросы в атмосферу. И таких городов было выделено 12, и в Татарстане таких не оказалось. Поэтому это уже, так сказать, пример того, что многое делается в промышленном Татарстане. Как выглядит завод и какие есть производства, рассказали и показали участникам встречи. В специальной экипировке они отправились на экскурсию по вечернему заводу. Было классно узнать, например, про то, как внутри осуществляется движение, перемещение по такой огромной территории. Какие участки наиболее опасны и как они контролируются. Чем пахнет завод и сам город, узнали, точнее услышали аромат на презентации библиотеки запахов. Здесь 3 городских и 3 промышленных композиции. Я ожидал, что в таких предприятиях чем пахнет чем-то невкусным, но на самом деле запахи гораздо более интереснее, чем я предполагал. Все ароматы просто понравились, но удивительно, что мне ближе даже ароматы завода больше, чем ароматы городские. Библиотека запахов показывает, как промышленность вплетается в городской ландшафт. В основу композиции взяли локальные производственные запахи, которые можно почувствовать только в определенных точках Казань-Оргсинтеза. Вероника Гайнудинова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Динаром Бодрудиновым. До встречи в 21:30. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Счастье быть дома. Как уничтожить колорадского жука? Карада с усиленным эффектом. Убивает и жуков, и личинок. Карада защищает картофель надолго. В ленте с 4 по 14 апреля праздник Ураза-Байрам. Скидка до 43% по красным ценникам. Колбаса Агросила, Сафар, Халяль, 180 граммов, 149 рублей. Лента. Все лето в Казанском цирке. Водно-цирковое ревю на счастье. Построй маршрут профессии мечты. Приходи учиться к нам. У нас реализуется федеральный проект «Профессионалитет». Технический колледж имени Виктора Поташова – твой правильный выбор. Ты в хорошей компании. Спешите на праздник скидок до 70% в Центральном доме мебели. ЦДМ. Мебель всем. Габдуллы Тукая, 115. Я люблю этот город. Здесь я счастлив и молод. Я в Казани, и все хорошо. Я люблю этот город, здесь я счастлив и молод. Я в Казани, и все хорошо. Весь мир в одной газете. Читайте «Казанские ведомости». Продсклад «Победа». Колбаски шашлычные «Мираторг» 168,90. Соус сацебели от Кухмастер 82,90. Здравствуйте, Исяннасис в студии Динар Бодрудинов. В Татарстане начинаются сабантуи. В предстоящие сутки они пройдут во многих районах республики. Какую погоду ждать в праздничный день, расскажем после полезной информации. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Арске, Зеленодольске и Кукмаре будет облачно с небольшими прояснениями. Температура днем плюс 20-21, ночью плюс 13-14 градусов. В Буинске, Тетюшах и Кайбицах будет переменная облачность, осадки повсеместно. Температура днем 20-22, ночью 14-16 градусов тепла.
В Чистополе, Мамадыше и Черемшане облачно, дожди. Температура днем плюс 21-22, ночью плюс 14-15. В набережных Челнах, Сарманово и Мензелинске облачно, осадки. Днем 20-22, ночью около 13-14 тепла. В Альметьевске, Бавлах и Урусу температура днем 21-22 градуса выше нуля. Ночью 14-16. Здесь облачность и осадки. Облачно и дождливо будет и во всех туристических городах республики. В Свияжске температура днем 21, ночью 15 градусов тепла. Будет облачно, пройдут дожди. В Болгаре днем 21 градус, ночью около 16 градусов выше нуля. Здесь облачно и дожди. В Елабуге температура плюс 22 градуса днем. Ожидается облачность и осадки. Ночью 15 градусов тепла. Казанская швейная фабрика «Лилианс» – молодая, динамично развивающаяся компания. Расширение и модернизация производства дает возможность идти в ногу со временем, удовлетворять интересы и спрос клиентов во всех регионах нашей большой страны. «Лилианс» – это красивая, качественная, а главное удобная одежда для дома и отдыха. «Лилианс» – будь красивой всегда и везде. ТЦ «Южный», 2 этаж, ТЦ «Паркхаус», 1 этаж. Эмис. Время добрых дел. Специальное предложение на Курбан-Байрам. При покупке одной бутылки Эмис Таврический следующее будет в подарок. Эмис. Вся польза темных сортов винограда в одном напитке. Эмис. Время добрых дел. Специальное предложение на Курбан-Байрам. При покупке одной бутылки Эмис Таврический следующее будет в подарок. Эмис. Вся польза темных сортов винограда в одном напитке. Дождь пройдет и в Казани. Температура составит около 21 градуса днем и около 16 градусов ночью. Атмосферное давление ниже нормы, 745 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, около 4 метров в секунду. Влажность воздуха 69%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Хороших выходных. Поздравляем с национальным праздником Сабантуй. Приятных встреч с близкими и отличного настроения вам. Кеннергес умышлывался.